Здравствуйте! Тема моего доклада – профилактика социального сиротства и традиционные семейные ценности. Давайте начнем с того, что определимся, что такое профилактика. Если мы посмотрим в словарь, то увидим, что это означает предохранительный, предупреждающий. То есть это система мер, направленная на предупреждение того или иного явления. Если мы говорим о профилактике социального сиротства, соответственно, речь идет о предупреждении распада семьи, да, предупреждение отказа от детей. То есть, иными словами, об укреплении семьи. Но что такое профилактика на сегодняшний день, как она есть в нашей практике? Давайте разберемся. Значит, у нас есть закон специальный, номер 120 федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. И в нем говорится о том, что профилактическая работа с семьей осуществляется с родителями, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию детей, или отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. Там же перечислены категории детей. Это дети безнадзорные, то есть которые могут быть признаны таковыми, в том числе, если родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по его воспитанию, обучению или содержанию. И точно так же есть категория дети, попавшие в социально опасное положение. Это когда они находятся в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию. Каковым должно быть воспитание, какое должно быть содержание ребенка, какое воспитание надлежащее, какое нет. На эти вопросы законодательство ответа не дает. На эти вопросы дает ответ подзаконные акты. Такими подзаконными актами являются регламенты межведомственного взаимодействия по выявлению как раз таких семей, которые существуют в каждом регионе. И вот давайте посмотрим, каковы же эти критерии вот такого семейного неблагополучия. В каждом регионе регламенты примерно одинаковые. И во всех в них примерно одно и то же. Значит, допустим, если дети часто болеют, если у детей кариес или педикулез, если родители развелись, если они просто разошлись или если между ними конфликты, если конфликты между поколениями в семье, если это одинокий родитель или, наоборот, многодетный родитель, если родители потеряли работу, если родители вовремя не приходят к врачу на вызов или не сделали прививки, если не выполняют рекомендации врачей, либо дети неопрятно одеты, либо дети не посетили школу, либо слишком активные дети, либо, наоборот, дети вялые и многое-многое-многое другое, что, в общем-то, на самом деле никакого отношения к социально опасному положению, либо к тому, чтобы семья действительно была признана неблагополучной, не имеют. Но, тем не менее, вот именно по этим критериям органы опеки и попечительства оценивают каждую семью. Как это происходит? Фактически в любую семью органы опеки и попечительства имеют право прийти согласно Семейному кодексу и проверить условия содержания ребенка. На сегодняшний день для этого не нужно никаких заявлений, никаких справок и ничего другого. Если раньше обязательно нужен был какой-то сигнал, то сейчас это выявительный порядок с принятием закона 442 об основах системы социального обслуживания граждан Российской Федерации. Такими органами в первую очередь являются органы социальной защиты населения, но кроме них эту функцию может выполнять любая коммерческая организация, любая некоммерческая организация, фонды, индивидуальные предприниматели, даже иностранные фонды и организации могут приходить к гражданам в целях профилактики, проверять их социальное благополучие или неблагополучие, выявлять так называемое благополучие. За это эти организации получают серьезное бюджетное финансирование. И сегодня это новая сфера социальных услуг, так называемых, которые хорошо оплачиваются. Конечно, много и желающих на этом деле погреть руки. И что получается? Практически в любую семью, по любому сигналу или без такового, может прийти неограниченный круг лиц для того, чтобы проверить по очень широким оценочным критериям наличие в любой семье
благополучия или нет, благополучна ли она. И критерии таковы, что фактически любую семью сегодня можно признать социально неблагополучной. И главное, интересно, что же наступает с этой семьей дальше. Дальше мы посмотрим закон и увидим с вами в статье 13 того же самого 120 закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Могу вам даже зачитать первоисточник, чтобы никто не сомневался. Сказано, что разрешается помещать в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе несовершеннолетних, самовольно оставивших семью, либо не имеющих средств к существованию, либо оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи. Для этого нужно, никакого согласия родителей не надо, а нужно направление органа управления социальной защиты населения или согласованного с этим органом ходатайства должностного лица, органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Что происходит? То есть семья, где родители потеряли работу, допустим, да, или какая-то трудная жизненная ситуация, обращаются за социальной помощью. В качестве социальной помощи в законе предусмотрено помещение ребенка в приют. Мало того, в Семейном кодексе тоже такие же нормы имеются. 121 статья Семейного кодекса говорит о том, что дети, оставшиеся без попечения родителей, опять же по очень широкому кругу критериев, которые определяются исключительно по усмотрению органов опеки и попечительства, дети признаются оставшимися без попечения родителей, и такие дети помещаются либо в замещающие семьи, либо в приюты. И вот перед нами система, да, профилактики, когда в самых лучших побуждениях для социальной помощи ребенок может быть помещен в приют. В лучшем случае ребенку может быть, не ребенку, а семье может быть назначено социальное сопровождение или так называемый патронат. То есть это как раз надзор за этой семьей, когда вот все те же органы, широкий круг лиц может получить денежные средства для того, чтобы патронировать эту семью. И они приходят, составляют акты о том, как семья, там, что в семье не так, и дают предписания. Обычно это касается предписаний сделать ремонт, убрать там, в квартире, наполнить холодильник продуктами и так далее. То есть это чисто в основном материальные требования. И вот, к сожалению, именно такая система профилактики безнадзорности несовершеннолетних, она и приводит к тому, что на сегодняшний день у нас целая череда отбираний детей. Могу привести только несколько таких самых, может быть, типичных случаев. Это вот самый нашумевший случай, это Родион Тонких в Краснодарском крае, где семья, они сами родители, дети-сироты. И, конечно, им тяжело, им некому помочь. Папа потерял работу, скопился долг по квартплате. Пришли органы опеки и попечительства, поставили семью на учет, стали вести над ней патронат. И в прекрасный один момент просто пришли и отобрали трехмесячного мальчика и трехлетнюю девочку. И мальчик через 6 дней в больнице от травмы скончался. И это было ужасное горе, конечно, для родителей. Хочу сказать, что наша организация, которая сразу взялась за это дело, мы добились того, что действия сотрудника, который изымал ребенка, были признаны выходящими за пределы его полномочий, но в акте об изъятии было написано: не хватает продуктов в холодильнике. Черным по белому. И больше ничего. И этого хватило для того, чтобы мальчика отобрать, который был вообще-то на грудном вскармливании, ему продукты были не нужны, но чтобы мальчика отобрать, и в итоге он погиб. Могу привести еще один пример. В Воронеже у многодетной матери 6 детей, сгорел дом. И вместо того, чтобы как-то помочь, органы опеки проявили инициативу и предложили всех детей забрать. Собственно говоря, отобрали.
И после вмешательства родительской общественности только они этих детей вернули. И долгая-долгая история длилась несколько раз. Они еще пытались отобрать, когда она просила социальную помощь на то, чтобы отдать детей в школу, и когда она ездила на заработки в Москву, а детей оставляла с другими взрослыми. И много-много раз органы опеки посягали на то, чтобы отобрать у этой семьи детей. В Истре у многодетной матери органы опеки отобрали детей, потому что скопился долг за квартиру, потому что она была одинокая и бедная женщина, но вполне приличная, и всего хватало ребенку. Хочу сказать, что эти родители не пьют. Это не те случаи, когда действительно нужно вмешиваться. Или в Перми у матери-инвалида, которая воспитывала одна мальчика. Дом был действительно жилищные условия, очень маленькая квартирка. У них был отобран мальчик 14-летний. И безвозвратно только потому, что, видишь ли, жилищные условия плохие. Вот, к сожалению, это не единичный случай. Наша организация, Ассоциация родительских комитетов и сообществ, уже много лет ведет такой мониторинг, у нас есть горячая линия. И когда президент Российской Федерации дал поручение изучить, проанализировать эти случаи отбирания детей, мы предоставили 140 таких случаев, которые в последнее время только поступили к нам на горячую линию, и предоставили все эти материалы президенту, и они вошли в доклад сенатора Елены Борисовны Мизулиной, которая так же, как и многие другие родительские организации, отмечает, что у нас, к сожалению, на сегодняшний день в России сложилась такая система, которая позволяет произвольно отбирать детей из семей. И называется она профилактика социального сиротства. Именно в целях профилактики это и делается. Говорить о том, кому от этого лучше, лучше ли от этого ребенку или родителям, мы понимаем, что разрушение семьи это всегда плохо, и это никакое не укрепление, а это именно разрушение. И, конечно, что это за профилактика, которая ведет к совершенно обратному результату. Это западная ювенальная система, которая уже, к сожалению, работает в нашей стране. А вот какой должна быть профилактика, вот это другой вопрос. И здесь нам нужно как раз обратиться к нашим традиционным семейным ценностям. Такими ценностями всегда были в нашем государстве, что послушание родителям, почитание старших, совместный труд, соработничество, взаимопомощь всех членов семьи друг другу и многое другое. И наши ценности никогда, ни в какие века в нашем государстве российском нельзя было отобрать ребенка из-за того, что родители бедны. Никогда нельзя было отобрать ребенка из-за того, что родители строго его воспитывают. Наоборот, по законам Российской империи, по царскому законодательству, родитель обязан был воспитать ребенка в нравственных нормах. Это была его главная обязанность, которая была прописана в законе. И никаких жалоб на родителей от детей не принималось вовсе. И власть родителей была практически не ограничена. Но родитель также был обязан дать ребенку содержание по своему собственному материальному положению. И не более того. И исходя из этих ценностей, мы понимаем, наверное, любой здравый человек понимает, что в случаях, если семья попала в трудную жизненную ситуацию, ни в коем случае нельзя эту семью разрушать. А им нужно просто помогать. А если не можете помочь, тогда хотя бы не мешать. И не вмешиваться вот с такими профилактическими мерами, которые у нас сегодня существуют. И что на самом деле нужно сделать для того, чтобы профилактика семейного неблагополучия действительно была эффективной? У нас есть в стране проблемы. У нас есть семьи, где родители пьют, где действительно измываются над детьми, где много проблем происходит. Но самая главная проблема – это, конечно, алкоголизм. И вот такое лечение от алкоголизма и наркомании нужно вернуть принудительное в наше законодательство. Оно всегда было, но в последние годы его убрали. Если мы хотим, чтобы это было демократическими процедурами сделано, значит, давайте по суду. Но если человек действительно злоупотребляет алкоголем, надо не ребенка в тюрьму сажать, в детскую, а нужно этого человека определять на лечение принудительное. А ребенок должен оставаться с теми членами семьи, которые остаются дома.
Конечно, нужно изменить законодательство, которое сегодня позволяет вот так произвольно вмешиваться в семью. И нужны, безусловно, программы, которые основаны на наших ценностях, программы укрепления семьи, традиционных ценностей семейных. Такие программы, я убеждена, должны быть совместно с церковью и с общественностью и государственных органов проведены. И мы давно об этом говорим. Наша организация, Ассоциация родительских комитетов и сообществ, разработала целый проект возрождения семьи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, и где мы как раз изложили все наши предложения, видение того, как нужно работать с семьей, чтобы действительно наше общество было здоровым. Но и мы также разработали целый ряд законодательных инициатив, законопроектов, которые пресекают вот такое вмешательство в семью, избыточное и, конечно, необоснованное отбирание детей. Это наша альтернатива, это наш ответ западной ювенальной системе. Собственно, и наша организация возникла как такой ответ народа, простого народа, простых родителей на эти угрозы, которые стали поступать из-за границы, и это уже произошло больше 10 лет назад. Это простые, совершенно простые люди, которые объединились для защиты своих детей и семей, и для защиты своих ценностей, потому что именно вот это народное наше дело, оно и помогает до сих пор в течение вот стольких лет как-то отстаивать наши интересы. И мы предлагаем родителям во всех уголках нашей страны создавать родительские комитеты, общественные организации, объединяться для защиты и от этих угроз и своих семей, и, собственно говоря, не только в образовании, не только в ювенальной теме сейчас угрозы, но и в образовании, и в охране здоровья. Везде идет такое наступление на семью, на наши традиционные ценности. И в целом на нашу страну просто пытаются разрушить ее изнутри. Поэтому нам нужно всем объединяться, чтобы вместе все это отстоять.